дерева. Боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем. Большая немедля куда не смотрит. Чуяхора, ма. Всякая ошибка. Шуков вперед! Шуков вперед! Едешь аж по шляпу зачекает. Все нормально. Так легка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет, снова
в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Оказалось, что снова я у дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Сам не знаю. Бьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как цветает. Улыбку твою и глаза про тебя мне шептали кусты белоснежных полях над Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, тоскует мой голос. Далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Ой, в гармонии завьюге на зло, я счастье зови. Землянке тепло от твоей негасимой Поздравили с Пасхой вчерашней. Праздником. Девочки, С праздником! Здравствуйте. Тамара, как всегда, далеко стала. Бились яростно метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты подалее, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек. Горячий снег, кровавый снег, смертельно битвы этой ветер, как расплавленный металл. И жег и плавил все на свете, что же снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек. Встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек. Горячий снег, снег,
Газарем пошла. Опали белые метели, цветами стали по весне. Золотые годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня глаза навек. Праздником! Afiyet olsun.
Peki to mig. Молодец! Kamera oturursa. Este vakat faba uma Наш против... Праздником. Иди возгородок. كنا عارفين ثاني Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маголой. Сережку с малой бронной и Витьку с маголой.
Taką. Chodź teraz otwórz. Не потому, что пушки бьют, а потому, что хоть поют, забыв, что здесь идут бои, поют Как вообще не владеет? السلام عليكم. Dışarıda kutladı şöpçü. Şöpçü. Bak çöküldü daha henüz. Спасибо. На родину шумя березы встречные, я много лет без отпуска служил в чужом краю. И вот иду, как в юности, я улицей заречною, и нашей тихой улицы совсем не узнаю. Я вижу. Прямо в подножии. Аминь. Сад над берегом с тенистыми дорожками, утки на дальней пристани, я слушаю опять своей домашней кофточке, косыночке с горошками. Седая долгожданная меня встречает мать. Здесь столько нами прожито, здесь столько троп исхожено, здесь только раз влюблялись мы и в шутку, и всерьез. Ведь плакать при свидании солдату не положено.
но я любуюсь родиной и не скрываю слез. Вернулся я на родину и у пруда побиваю, и ждет меня, как годы давние года моего. Была бы наша родина богатой и счастливою, а выше счастья родины нет в мире ничего. Руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие, тихой песней встретили, и с собой направился парень молодой. Дни работы жаркие, на бои похожие, жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь донецкую парень молодой. Здравствуйте.
парень молодой. Там на шахте паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой девушки пригожие, тихой песней встретили, и с собой направился парень молодой. И работы жаркие, на бои похожие, жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень молодой. На работу славную, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень молодой. Привет, соседям. السلام عليكم. Салам алейкум. Праздника. Праздника. Всем баху.
Чьешь мощами, баба? Далекий край, там вовищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город, синий дымке там. Любимый город, موجود знакомый дом, зеленый сад, нежный نيبا الله الحمد لله حاول ما فجأة ذاك جدا وجد مي تاي تسقط تشري من نيبا وفر موجود تقزقوا فرد تقزقوا تقجقوا قصوت صمج كمجي قدام مقوراره عفوا دقوا حق تيقو البينو كيش موشي تيق وتقوا شو تي تفاي تقوا حانوش قالوا نجي باي بتقوا اتي وجهك شيء يجي والكميتيتم عفوا تقام قونتوا يجد وقلت حامد وانا وشاسك فهمتي اخر اسمحي لي سفر بي يوسف باريسويشي سقابته سقابتي ما فهمتش واخو تبمسه مجارة زقوا امجي شلفاي شليقك وشيشو شلي ميدسس تكون فيها واتي ريشو صغا وميتققونس طاين تقوى تجمي تسقس نحسقوتي اخر تسافر عشان كذي أنا فازت عشان أنا فاهم ينتدو تلوشي يعني فكيت تقوى مش عارف هذا هم سيسأو براسيكو قاعدون في براسيك يعني أحبتي مو بساو كذا شيء داكوش تما فتح بشيء خات هون بتأتي قال مجنة بيش مجيشي ريواني مسماشش فشيء مجاق وفيش ابن أحشي قاقوا حو كذي قاقوا حشتي وتخت خطب نفر عايش خاطر فما بساو نبتيا أو قناة إفهمت حام بشيء شغيان أو تقاب زمجة تيمالجة فاصيش فتشت وفساقت
وتفهم مش أنفاج وتشمغاب هذا حمس أنا غشيت زاوم كتغاب فمشوا زاوم تخانم سكوكو فتجاوكو كيل تجاوكو شوي كوس فيا راح ساونا غشيت حام شو كنوش هو دخيل حام تجاوكو شفا مش يا أكبر حام براسك ما فتفش يطلع على قاش يور ميتقص وحم زقة قاب بعمدكم قد واحد يبزجي زميزق شقاب أو موجة أنت شو أيش قد كنا وارم موجة عافيت قحاش الله ما فيش لينا حبلكو ميدسفي قارم قد وجه بساوكو نبز قاعكم بدو ياش أجيجاحو قاعكم خارج قاوش القوار ما عرن يبنا حسقو دسكيق وحاكس حمس نقص حم قارم شقاقو شيلم لينا حبلت قراء وقفكو قزقو خجل خارج قفاكو تاوج قفاكو زوجات هي سقم كوجيهم يقافق زوجهم في إفرا شيلم تجو فدش إكيب ساوكو مي لا شيء تسقس فوق على مالي شيء حام بشرا حام يقمي أنا وسو خرجاوتي وفني وسجل حام يقبساوك حام داك جيب بزكرة حام داك بزكرة حام تفرمه حام يثرو شو كنو شو دخين حام بشرا وبهز خوجة شو شي بكلين نحفكلينه قيم يثرو راسي مثل زام يبغى يسوي شو قاخوي ايش بيجي يقولون عارف هاي الزاوية جا غد زاوية عقبش يجرا انا غاد هو جاي شو من جاي كذا شو متخوزه شو قوا شو نحكي شو راسي مسليسه ايش قناش تروح مشيها طيب صافي تخرج بسم الله امين يو يو Bueno, спасибо. Сюда на земле. Не по мафам автопробег и по району, и по городу Захатхо Ашрок. حتى غنالبي سихер хозяйки Лена Хаблихам же типа памятник Хекотау. Значит, куб Захатхо ветеранки Осеку районе тоже как може Хекотау. И читам дескам же цегвинит Захахи может едроб дарагот. ветеранов фанакам ихес беда хашано тфай не Хекотау хамат харабсу шкоят оно в первую очередь Нальбину Хайчикатагу, Юрий Чесибич, Техас, знает Чигатлук, Юрий, знает глава администрации Тивчевского района Хашмамук Азамат, Яхама Тхешута Фараз, Намитоков, Юрий Сафирович, знает Тати ветеранское общество Хамату, Джендар, Мос Махмудович, Ах зачезаха хахи, не по может Хекотахаш, Тичиле, تحاول تشيلز بشعور بشعار مفرد تشيلز كحزام شعور بشعار تشيلر 28 годом يجي حابلق ذكي ونو شنقوق موجودين حابلق هكوكي داستغاوك знает заурх зежен ونو شنقوم شيشو 70 человек армым заома шагал из 70 50 какой жёг уна охдасых на бритфкара коки зна бранахам кожаку на бритфкара коки вообще зихам кожаку я челе запашаку вообще хам кожаку я тахокиш кодоку арш чилецк нахмжами я хаж заум фиша хадина хадда арш قينو قيام فدا قيام اجو زوج شكولي كوجام فدا تيم اجو قد فنا ветеран х псауна я о не помати утужревану ветеран крашечне اجو зачащих тарыш не по набришна прикочер мар автопробегом аршинов сабли махмуда четыж исмахил кочик аглы вот яхарарыш Мария Гронь мара не по декоишет арыш яхама шешута фараз хаобсушку это и воспитание подрастающего поколения. Та уже челецкими мхаха озхоже не уши мафом на хазгоми бушсатхш хаябсут харазаф мне бы какой-то ахама зачекама не бы типсфаку анам коллежаку на фадискин хазлавахам хаябсу я тут пою знает Шуман Хадима Шуман Шахама в
честь своего старшего брата Шумана Алия, Моджа Кагакухиш узбекский плов Ашфарагашов, Хайопсуя Таву, Шна Хойура, Мухаммад, Джиджахабди, Сарит Хамата, Гогум Гридерат Фрагако, Шаши Хоруслана, Касилка Хатити, Шумхаджи Аккасити Аригашо, Арыш, Джаваду, Напцук, Руслан, культура Митхамата, Тутужреваным, Мадам флагу, Утхар, памятником, Акад Фаригашит Фариалча, Маламальский, Яхаш, Хаж, Ахала, Камаджина, Хайопсуш, Гоятут Райо, Яуна Умамр Рарс, Нотифай, Багаш Охам Нотифай, может, Охама, Херджизи Коху, Ихес Бадраш, Анкосифай, Аданаджа, و نیپه ماره تیوخش تایابسور سانه تگو ماره تی مینیستر اکونومیکی республики ادگی محمود لیکاس عریق بحال عرش عریق زیکوت آمجی تایابسور یتگو время قفیکیش عرش نیپه صفو واسه تیم قوم قحاخ خشوت فراز قبون بمر رسلان قبو ترب أو كوش أحزي داشنا فنوشت ما يقشتوه حياة بسور رسلان Как состоятельный, да? Allah razı Ничего. Пробуй, надо кому-то снимать. Бисмилля. Да, шоколад. Останется первый тост предоставить нашему родному нашему счастью войны. Давай за борьбу. Нет.
8 лет заворот. Это больше полвека мало. Мамрот гаразимсо, хотя и Ачахаш Ами, но зато в основном тати регион Даху, Хабзов, Мамрога Юсот, Зараша, не пить Зараша, Ашмахан Шит, историям жит, сакамжи. Те джат лежат, всего Даху, всего сахар. Не по хазнасам же шукур поход. قناعكو زم خيوكو شيخو عاوش بزاورو تخاجرو يبقى К сожалению, Господь, экспертный, c'est vrai. ما أنا بزت فرزاق وقتها هون وشخص هو العقوة مش كوسي بتو همجم نيبت خيس مجتو وايد هم جواك بريت Флаг выйдет, ну ладно, вот флаг.
нынче умрет. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Товарищи, Здоровья, удачи. посади его, О, здравствуйте, привет. Вот, кстати, как моего. Есть в истории события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой подчеркивает их величие. 68 лет тому назад на нашей земле родился не просто праздник, отмеченный красной датой календаря. К этому празднику наш народ шел сквозь ожесточенные бои, через тягчайшие страдания, потери и испытания. 68 лет тому назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагичной и незабываемой Великой Отечественной войны. Но до этого было 1418 дней и ночей, невиданной по своим масштабам битвы на тысячекилометровых фронтах. Время все ярче, весомее и полнее подчеркивает всемирно-историческое значение тех дней и ночей. Мы сегодня живем, потому что в годы суровых испытаний выжила наша страна, выстоял ее солдат. Торжественный митинг, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым.
нашем митинге присутствуют участники Великой Отечественной войны, депутаты Государственного совета Хассе Республики Адыгея, депутаты Городского совета народных депутатов, труженики тыла, ветераны труда, представители трудовых коллективов, члены общественных организаций, жители города, гости из Армении, города Краснодара, соседних районов. Слово для выступления предоставляется главе муниципального образования город Адыгейск Нальбию Нуховичу Гатагу. Дорогие наши ветераны, участники войны, дорогие ветераны тыла, уважаемые участники митинга Наджиба Сапикова, разрешите мне поздравить вас с праздником, со святым великим праздником, праздником Победы, праздником 9 мая. Праздником, который наши участники войны написали своей кровью. Дорогие участники митинга, прежде всего я хочу обратиться к нашим ветеранам, которые сделали все, чтобы сегодня мы были свободны и жили свободно в стране. Наши ветераны, которых осталось сегодня один человек, сделали все во время страшной войны, испытали все на себя и сделали все, чтобы мы сегодня жили в свободной стране. Мы знаем, через какие испытания прошли они. Мы знаем, что человечество никогда не видел тех страшных войн, которые было в 45 годах. Дорогие наши ветераны, от всей души я хочу поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья, счастья вам, добра и благополучия. Хочу обратиться к ветеранам тыла, которые сделали все для фронта, сделали все, чтобы наши воины могли воевать, могли знать, что за ними стоит народ, за ними стоят люди, за ними стоят дети, которые делают все для победы. Обращаюсь я к ветеранам тыла, обращаюсь к детям войны, которые испытали на своих плечах тяжесть этой войны, испытали те тяготы, которые не может вынести, максимально, сделали все, чтобы они победили сегодня. Конечно, мы, говоря о войне, говорим часто, что наши солдаты, наши ветераны сегодня прошли через большие испытания. Если говорить, как сегодня, мне всегда тяжело говорить о них, их с каждым годом становится меньше и меньше. И с каждым годом становится больше, которые не могут приходить на наши праздники. Но когда мы видим их, мы смотрим на них со слезами в глазах и благодарим их, что они сегодня помогают нам в воспитании подрастающего поколения, делают все, чтобы наши дети знали правдивую историю, знали правду о войне, а не то, что сегодня многие страны сегодня преподносят нам. Дорогие наши ветераны, спасибо вам, что вы сегодня есть у нас. Спасибо вам за всю вашу работу. Спасибо вам за все, что вы сделали для них. Сегодня мы, исполнительная власть, и наши депутаты будем делать все для того, чтобы вы знали, что мы заботимся о вас, чтобы вы знали меньше проблем, чтобы у вас появилось чувство, в конце концов, что есть люди, которые вами занимаются. Мы, конечно, в неоплатном долгу перед вами, но мы постараемся сделать все для того, чтобы вы понимали, что за вами заботятся, о вас говорят, для вас делают все, что может делать сегодня власть исполнителей. Конечно, мы в неоплатном долгу. Искупить и преподнести то, что они от нас хотят, мы, конечно, не можем. Но один факт, официально заявляю, сегодня мы все, не только исполнительная власть, все мы, жители города, должны их знать в лицо и делать все для них, чтобы они себя чувствовали свободными, красивыми, добрыми, как они сегодня у нас есть. Я от всей души еще раз хочу вас поздравить, дорогие наши ветераны, пожелать вам еще раз крепкого здоровья, добра вам, счастья, благополучия вам. Спасибо вам за все, что вы сделали. С праздником Победы вас, дорогие друзья. С праздником. Уважаемые друзья, буквально вчера вручение медалей было в Тахтамукае. Приезжал консул с Украины, генеральный консул Украины, приезжал и привез медали, которые должны были получить наши ветераны, которые воевали на Украине почти 8-9 лет назад. Но в связи с изменением власти, там все прочее, пришлось им, видимо, отложить эти медали. И буквально только вчера привезли медали, и они попросили нас, чтобы мы сегодня на этом митинге
вручили медали тем нашим участникам войны, которые воевали на Украине. Это Ашинов Сафарбин Махмудович награжден медалью. 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков. Право или лево? С моей стороны справа у вас. Будет? Закрываем. На. Тем. Попса. Спасибо. Дай Бог здоровья. С удовольствием я вручаю такую же медаль Сташ Рашиду Заурбекевичу, нашему любимому, дорогому Рашиду. Мы как купили оказаться в Упсаву, Ебротьюдова, Ебот Пашконова на 70-летие хотя бы Чулсынова, а там Хамба. Значит, Мамрин. Уважаемые друзья, их у наших три ветерана, которые воевали на Украине, это Жауджин Альзавур и Сильхас Миндавис. Мы сегодня же объедем их и обязательно вручим те награды, которые их Украина наградила. Поэтому еще раз вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастья вам и удачи. Шепсам! По просьбе нашего уважаемого ветерана Четыза Измаила Течевича я передаю поздравления от нашего ветерана, который воевал здесь, освобождал нашу землю, который сегодня проживает в Кемерово, Балагаево. Он ежегодно нас поздравляет, присылает нам телеграммы и лично просил сегодня, чтобы от его имени мы вас поздравили. С удовольствием делаем то, что просил. Поздравляю вас всех с праздником Победы от имени Балагаева. Шапсам. Слово предоставляется председателю Совета народных депутатов города Адыгейск Юрию Чесобеевичу Тлихасу. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые жители и гости нашего города. Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем поистине знаменательное событие – 68-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день мы чествуем тех, кто своим героизмом, беззаветной стойкостью и доблестью на полях сражения отстояли свободу и независимость нашей Родины, стали освободителями многих народов Европы. Отдаем дань уважения и труженикам тыла, приближающим заветную победу своим самоотверженным трудом. В день Великой Победы мы низко склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб, защищая родную землю, кто не дожил до сегодняшнего дня, до сегодняшнего праздника. Они навсегда останутся в наших сердцах. Уважаемые ветераны и труженики тыла, вы поколение победителей. Ваши дела и подвиги переходят в легенды, становятся частью памяти народной. Ваша сила духа и жизнелюбие достойны восхищения. Несмотря на преклонный ваш возраст, многие из вас и сегодня заняты пассивной работой. В своей активной жизненной позиции, щедрой душой участвуйте в воспитании нашей молодежи. Духовный потенциал фронтового поколения – это бесценное наше достояние. Именно вы, уважаемые ветераны, являетесь хранителями великих боевых и трудовых традиций наших народов. Молодое поколение в неоплатном долгу перед вами, нашими героями, защитившими страну и создавшими основу его могущества и независимости. Уважаемые участники торжественного митинга, желаю вам всем здоровья, оптимизма, крепкости духа и праздничного настроения. Пусть всегда
над нами будет мирное чистое небо. Пусть в ваши дома приходит лишь радость, счастье и благополучие. С праздником вас всех! Спасибо. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов войны и труда Мосу Махмудовичу Джандару. Дорогие друзья, в этот великий день я хочу поздравить вас всех с этим великим праздником, с Днем Победы. Я хочу пожелать участникам Великой Отечественной войны, нашим фронтовикам, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Я прошу Всевышнего, чтобы он им предоставил возможность встретить в полном составе 70-летие Великой Победой. Я хочу поблагодарить от имени старшего поколения и тружеников тыла, которые сделали все, чтобы наша армия ни в чем не нуждалась. Я хочу поблагодарить вас всех, которые посчитали нужным и необходимым прийти сюда и разделить ту великую радость, которую испытывают сегодня наши уважаемые великие богатыри, участники войны. Спасибо вам всем за отзывчивость, за доброжелательность, за доброе, красивое, светлое отношение к старшему поколению. Спасибо. Еще раз с праздником. К сожалению, участников Великой Отечественной войны в нашем городе осталось только 11 человек. В знак особого уважения, признания мы называем их поименно. Ашинов Сафарбий Махмудович, Горлов Иван Васильевич, Гронь Мария Михайловна, Джамирзе Дауд Юсуфович, Ергук Ерстем Сагидович, Кочик Аглы Борис Иосифович, Сташ Рашид Заурбечевич, Стебихова Анна Максимовна, Тлихас Индрис Салихович, Шауджин Анзаур Меджидович, Четыс Исмаил Айтечевич. Низкий вам поклон. Слово предоставляется представителю славной гвардии ветеранов войны и труда, фронтовику Борису Иосифовичу Кочик-Аглы. Уважаемый Дмитрий Нухович, уважаемые депутаты наши, уважаемые депутаты, разрешите в этот великий праздник, который мы сейчас сегодня отмечаем, весь мир отмечает этот праздник. Эта победа достигнута действительно нашей Советским Союзом и советским народом и Красной Армией. Я хочу поздравить вас с этим великим праздником. Да, 22 июня 1941 года вероломно напала на нашу родину фашистская Германия. Хотя мы имели с ними договор о ненападении. Он нарушил все эти правила и напал на нас. Но советский народ не дрогнул. Весь советский народ ухватился вокруг коммунистической партии и более стали дружней идти против врага. Враг был коварен, он был опасен, наша страна была в опасности, но мы сумели это все преодолеть. Начиная с 1941 года наши войска вели бои ожесточенные, много было войн, то есть это побед. Я хочу сказать, что действительно и на нашей родной моей Адыгее тоже были большие боевые военные действия. Я хочу предложить действительно, что как я освобождал Певчерский район, он мой родимый
город остался. Он тогда городом здесь не был, конечно, здесь был лес. Ну, я считаю, что действительно пришлось меня освобождать. Особенные военные действия великие были под этим, под Лашукаем и Лашукаем. Почему он именно Лашукай сделал опорным пунктом? Потому что в 1943 году такая была погода, грязь, и немецкие войска отступали. Им надо было дорогу, эту, горячий ключ Краснодар. Они отступали по этой дороге. Горячий ключ Краснодар, да, Краснодар. И вот он именно сделал опорным пунктом Лашукай. Но мы преодолели эти противодействия врага. И Лашукай был освобожден. Ну, потом мы пошли дальше, конечно, дорогие друзья. Я хочу сказать, что это дорогая цена нашей Родины была. Мы потеряли очень много своих братьев, сестер, дедов, которые положили головы свои здесь, на фронтах. Из военных, из фронтовых действий, то есть ожесточенных боев, не вернулось на нашу Родину, то есть не вернулись в свои дома более 27 миллионов человек. Это по статистике, а так фактически больше. Это люди были герои, которые положили свои головы за победу над Германией. Я от всей души хочу вас поздравить с праздником великим этим и всех желать крепкого здоровья, счастья, долгих лет и всего доброго вам, дорогие друзья. По поручению Совета ветеранов 68-й отдельной морской стрелковой бригады в городе Кемерово от имени потомков освободителей земли Тиучешской слово предоставляется Галине Владимировне Борисовой, дочери Анны Максимовны Аушевой, участницы боев за освобождение территории нашего города. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые ветераны, уважаемые ветераны тыла, труда, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Я с большой благодарностью, с большой любовью и с низким поклоном обращаюсь к вам, защитникам нашего Отечества, к вам, что вы отстояли мир, счастье, благополучие нашей земли. Низкий поклон вам, дорогие вы наши. Я стою рядом с человеком, с великим человеком. Простите, пожалуйста, за мои слезы. Ну, воевали вместе с мамой. И сейчас как будто бы я рядом с моими родными. Большое вам спасибо за теплый прием, за то, что вы помните всех освободителей замечательного города Адыгейска и Адыгеи, всех городов России. Спасибо вам и огромная благодарность от нас, потомков, за те теплые слова, которые были сказаны ранее. Я присоединяюсь к ним. Еще раз огромное вам спасибо. Счастья, здоровья вам, благополучия, удачи, мира на земле. Чтобы всегда на вашем столе был хлеб и соль. Чтобы дети вас любили, внуки почитали, чтобы память жила в наших сердцах. Спасибо вам и с праздником, великим праздником Победы. Спасибо. Эта девушка, его матерь был с нами во время войны. Но она сейчас нет уже быть. Царство ему небесное, дай Бог ему там, в раю. Она была медсестрой. Раненых таскал с поля, помогал, везде побывал. Она была всегда готова с нами в ряду. Спасибо его дочерью, его внучку. Дай Бог им здоровья, счастья. А горожане вам, спасибо за нас, за вашу заботу за нас.
что вы нас не забываете. Хашалапсов, добрый, что это что за твой волны шарным хай. Аллах зафадак нам хам сам на потакшет. Фиган ми фатак ху قادر شو في قادر غفت الناس إن شاء الله برد إن شاء الله بس بما إن شاء الله. Слово от молодежи города предоставляется учащемуся 8 класса Давлету Нихаю. Добрый день, дорогие ветераны, гости и участники митинга. Сегодня, в День Великой Победы, мы, учащиеся школ, поздравляем вас с этой датой. Склоняем головы перед светлой памятью дедов и прадедов. Вспомним, что мы сыны великого народа и будем достойны его. Важно своим сердцем осознать значимость подвига, разумом прикоснуться к себе. Молодое поколение выражает свое уважение и свою благодарность тем, кто подарил нам мирную жизнь. Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечественной. Живите долго и счастливо. С праздником вас! Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но невозможно предать забвению подвиг воинов, защищавших не только наши жизни, но и само звание человека. Почтим светлую память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава героям Победы. Митинг, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым. Прошу возложить гирлянду славы на братскую могилу.
Прошу возложить венки и цветы. Потом ты заходишь. Пожалуйста, вот этого молодого человека. Если пусть она подойдет и поможет. Мам, смотри, это Алина. Трава от рассвет, крови сарая, язычки пулеметов светом летят. Полный рост над окопом переднего края поднялся на ветер солдат. Касаясь 3 великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. За 5 минут уж снегом талым шинель запорошилась вся. Он на земле лежит усталым, движением руку занеся. Он мертв, еще никто не знает. Но мы еще на полпути, и слава мертвых окрыляет, то кто вперед решил идти. Здесь суровая свобода, на слезы обрекаем мать, смерти своего народа, своей смертью покупать.